мусульманские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Одним из самых знаковых событий победы для Красной Армии и союзных войск в мае 1945 года считается водружение советского стяга над Берлином на крыше Рейхстага. А одним из тех, кто укреплял красный флаг, был уроженец Ингушетии Умар Заалиевич Богатырев. Родился Умар Богатырев в 1913 году, хотя некоторые источники говорят, что официальные данные прибавили герою 4 года, а на самом деле он родился в 1917 году. Умар Заалиевич появился на свет в селении Сурхахи Назрановского района. Был призван на службу в Красную армию 20 июня 1940 года. Сразу после начала войны Умар Заалиевич прошел ускоренные курсы артиллеристов, после чего был переброшен на фронт. В наградных листах говорится о том, что в сентябре 1941 года Умар Богатырев участвовал в боях на Центральном фронте. В 1943 году Умар Богатырев окончил курсы младшего командирского состава в городе Сумы и был назначен командиром минометного взвода. По мнению историков и со слов самих ветеранов, тяжелейшим испытанием для солдат и офицеров Красной армии стала Курская битва, которая длилась с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своим масштабам, задействованным силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В битве на Курской дуге участвовали около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков и 4 тысячи самолетов. Из 13 артиллерийских батарей Красной армии на Курской дуге одной командовал Умар Богатырев. В этих кровопролитных сражениях войска под командованием генерала Конева отличились во время наступления на Белгородско-Харьковском направлении. Об этом рассказывал сам Умар Богатырев. Помнил старый солдат и встречу с маршалом Жуковым. Как-то после взятия Будапешта он подошел к солдатам и, обращаясь к Умару, спросил: «Как ты думаешь, Умар Заалиевич, Берлин возьмем?» На что бравый ингуш ответил: «Обязательно возьмем, товарищ маршал». С декабря 1944 года Умар Заалиевич воевал на Первом Украинском фронте. В 1944 году награжден медалью за отвагу. Вообще Умар Заалиевич принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии. А в мае победного 1945 года артиллерийская батарея, которой командовал Богатырев, в составе 241-й стрелковой дивизии вступила в Берлин. Именно он, Умар Богатырев, водружал красное знамя победы над Рейхстагом, о чем с гордостью рассказывал после возвращения с войны в многочисленных интервью. За стойкость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами в мае 1945 года Умар Заалиевич был представлен к высокой правительственной награде – ордену Красной Звезды. Кроме того, за мужество и бесстрашие был удостоен орденов Отечественной войны первой и второй степеней. Не обошлось испытание войной для Умара Заалиевича без ранений. Первое случилось в 1941, а в 1942 случилась контузия. Но всякий раз после излечения он вновь возвращался в строй. Всю войну, где бы ни сражался мужественный воин-ингуш, он всегда был в эпицентре событий, на острие атак. По окончанию войны Умар Заалиевич Богатырев отправился искать своих родных в Казахстан, где и проживал в кругу семьи до 1958 года. После чего вместе с многочисленным семейством вернулся на родной Кавказ, где до последних дней жил в городе воинской славы Малгобеке. Память об этом герое сохранится, ведь его дети, внуки и правнуки с гордостью хранят рассказы, письма и старые фронтовые фотографии предка. А пока жива память о героях-ингушах, сохранится и слава их подвигов.